Здравствуйте, граждане Кыргызстана. Меня зовут Мурзаев Абдемалик. И я сегодня хочу обратиться ко всем нашим гражданам Кыргызстана. Обратиться как простой гражданин. Такой же человек, как и вы, который сегодня переживает за будущее страны, за будущее своих детей, внуков, понимая, что тот путь, который мы сегодня выбрали, ведет нас в пропасть. Сегодня налицо серьезнейший политически-экономический кризис в нашем Кыргызстане. Мы видим, что сегодня власть не способна решать все наши проблемы, вести нашу страну, наш народ в нужном направлении, дать правильный вектор развития, дать возможность нашему народу жить в сильном, справедливом, богатом государстве. В чем заключается проблема нынешнего кризиса? После апрельской революции, объявив Кыргызстан парламентским государством, власть временщиков в очередной раз обманула нас. Мы сегодня можем честно и откровенно сказать, в Кыргызстане нет никакого парламентаризма. Есть диктатура криминала и коррупционеров. Сегодня во власть засели бандиты, самые настоящие бандиты, которые грабят свой народ и свое государство. И никто из них сегодня не задумывается над тем, что сделать для своего собственного народа, чтобы он смог жить достойно. Сегодня эта власть продает наши земли, наши недра и наш народ. Доходит до смешного, когда в структуре нашего государства были Министерство миграции, узаконенное сутенерство со стороны власти, со стороны правительства. Когда власть официально признает свой народ товаром, трудовым товаром, который реализовывается для наших соседних государств. За время нашей независимости из Кыргызстана уехало столько замечательных, хороших специалистов. А сколько ежедневно покидает свою родную землю наши молодые парни, которые окончили вузы, окончили школы, не найдя работу, не найдя себя, вынуждены покидать родительский дом. И никто не хочет задуматься над тем, что сегодня можно сделать для того, чтобы кыргызы обратно вернулись на свою родную землю. Даже когда президент недавно встречался со своими земляками в Москве, не соизволил даже попросить прощения у своего народа и сказать в том, что сегодня наш народ вынужден ехать в миграцию, в трудовую миграцию, это в первую очередь вина нашей власти. То, что они сделали с нашей экономикой, то, что они допустили огромнейший рост безработицы, и то, что благодаря этому народу, который сегодня работает вдалеке от Родины, идут поступления в бюджет нашей страны. Поэтому давайте мы все задумаемся над тем, что мы сегодня должны сделать. Во-первых, нужно объединиться. Но мы сегодня этого не можем сделать. Ибо в Кыргызстане есть две политические классовые силы. Это класс богатых и класс бедных. Богатые люди – это те, которые после развала Советского Союза разбогатели на приватизации народных ценностей, наших предприятий, заводов, фабрик, колхозов и совхозов. Простой народ, мы с вами прошлепали это все. И, конечно же, когда некоторые наши политики заявляют, что у них есть программы и все остальное, я вообще хочу по этой тематике сказать, что
что мы должны закрыть все наши политические партии, ибо они все превратились в политические секты. Ни одна из партий не имеет четкой политической программы, политической платформы. Даже если они имеют ее, во главе этих партий стоят совершенно непонятные лидеры. Лидеры, для которых важен капитал и деньги. Идеи, даже у тех же коммунистов, сегодня расплывчатые. За этими идеями стоит капитал. Поэтому сегодня, когда мы говорим, что в Кыргызстане у нас свыше 200 партий, очень сложно и тяжело говорить об объединении народа. Нам нужен один флаг, одно знамя. Нам нужна общенациональная идеология, построенная на тех духовно-нравственных ценностях, которые были переданы в наследство нам от наших родителей. Мы сегодня пытаемся на себя примерить конституции других развитых стран, типа Франции, европейских стран. Но извините, не может кыргыз одеть на себя шотландскую юбку или английский фрак. Кыргыз, он и есть кыргыз. Мы не можем на себя одеть арабскую одежду и говорить, что мы здесь построим цветущее государство. Ибо в нашем ДНК заложена суть и основа наших кыргызов. Поэтому я призываю все здравые политические силы Кыргызстана объединиться под одним флагом. И при этом давайте не будем искать лидеров. Главная задача сегодня не найти лидера, который якобы спасет страну и народ. Я устал от тех лидеров, которые выступают перед народом и кричат, что у них есть замечательные программы. Я обращаюсь к ним и хочу сказать, засуньте вы свои программы в одно место. Ибо демократия подразумевает, что программы должен писать народ. Он должен определять, какой вектор развития должен быть у страны. А исполнительная, законодательная и судебная ветви власти должны служить народу верой и правдой. Чего не скажешь сегодня. Сегодня не власть стала слугой народа, а народ стал слугой этой преступной власти. Мы это все должны менять. Но менять не через революцию. Давайте объединяться. Давайте сегодня будем требовать свои права. Давайте в конце концов думать о том, что мы в состоянии исправить сегодняшнюю ситуацию. Если сегодня будет единство у народа, народ сможет сформировать заказ на истинно народную власть. Истинно народная власть – это власть, которая ответственна и подотчетна перед своим собственным народом. И люди, которые будут идти во власть, они не просто будут давать клятву, они будут кляться перед народом, что если они нарушат эту клятву, будут обманывать свой народ, воровать исказные деньги, то они собственной головой будут нести ответственность перед народом. Вот тогда, я думаю, придет настоящая, истинная, честная, справедливая власть. А пока мы с вами будем за деньги продаваться и думать, что все-таки какой-то человек найдется и спасет нашу страну, то это ошибочное мнение. И мы в очередной раз будем обманываться нашим политическим тамадам, нашим тем политическим лидерам. Непонятно, какие люди стоят за этими людьми, какие олигархи, какой криминал и все остальное. И давайте запомним одну вещь. Не будем делиться на пророссийских, проамериканских, прокитайских. Одумайтесь, все политики. Кто истинно, на самом деле, душой и сердцем переживает за будущее Кыргызстана, должен думать о народе. И не думать о том, что кто-то извне вам даст деньги, и вы в этой стране сможете навести порядок. Не деньгами это решается. Время денежной кратии, или как у нас говорят, ахчакратии, заканчивается.
Народ уже просыпается и многое начинает уже понимать. Мы должны думать о своем собственном народе. У нас в стране столько замечательных, прекрасных людей. У нас прекрасная молодежь, грамотная, воспитанная. И среди них я знаю столько талантливых, хороших ребят, способных именно верой и правдой служить своему народу и сделать то, что не смогли сделать за десятилетия наши чиновники, которые сегодня бьют себя в грудь и считают, что они пытались что-то делать. Я вообще считаю, что в Кыргызстане народ должен 100% сменить всю политическую элиту. Придет народная власть, коррупция будет уничтожена за 24 часа. И вы в это можете поверить. И мы это с вами все сделаем. Если в Кыргызстане восторжествует народная власть, да мы за год из этой страны сделаем конфетку. Мы нашу страну превратим в то государство, где народ будет истинным хозяином власти. Где каждый человек будет чувствовать свою важность и то, что именно его мнение будет учитываться при формировании стратегического плана развития каждого аила, района, области и в целом всей нашей страны. Придет народная власть, и мы сможем решить наши проблемные вопросы по спорным территориям с нашими соседями Таджикистаном, Узбекистаном, Казахстаном, потому что придут сильные люди, придут не наркобароны, не те, которые держат наркотрафик, не те, которые, будем так говорить, содержат незаконные вооруженные бандформирования и непонятные спортивные клубы и все остальное. Я думаю, что когда будет народная власть, все будет прозрачно. Не будет ни двойных бухгалтерий, не будет обмана. Кыргызы не будут, самое главное, бежать из своей земли. Тут некоторые политики сейчас пытаются спекулировать на некоторых моментах вопросы двойного гражданства. Извините, если придет народная власть, мы дадим возможность нашим всем кыргызам вернуться к себе на родину. Те, которые приобрели там богатейший профессиональный опыт, смогут здесь работать во благо своего государства, в правительстве, в государственных компаниях, открыть свой бизнес. Для них будет открыта полностью вся дорога. И созданы все необходимые условия. Любой кыргыз, который уехал за пределы своей страны, и у которого родился сын, если он сможет доказать то, что это чистый кыргыз, который будет знать 7 поколений своих предков, эти дети будут автоматически получать гражданство Кыргызстана. Нас, кыргызов, слишком мало. И мы должны дорожить каждым нашим гражданином, каждым кыргызом. И где бы ни жил наш кыргыз, он должен душой и сердцем быть здесь, в Кыргызстане. И он готов должен быть всегда помочь своей стране, своему народу. Я обращаюсь ко всем, тем, кто живут в Америке, в России, в Казахстане, Европе. Мы кыргызы, и мы не должны делиться. У нас общая родина, общая земля, общее начало. Не забывайте про это. Güç birlikte, сила в единстве. И я верю в мудрость моего народа. Верю, что все-таки мы с вами сможем построить сильное, справедливое, истинно народное государство.